Живу спокойно, тихо, вроде бы никого не трогала. И так случилось, что меня лишили моего жилья. Я не могла попасть в дом. Я нашей судье прекрасной, которая решила меня с жилья, когда я могу приехать в Туркменстан, могла приехать в свой дом, который я 15 лет работала, вложила, почувствовала, что это мой дом. Я не согласна. Я свой Туркменстан люблю, и я как-то, если будет возможность, я вообще-то с семьей даже хочу переехать туда. Это была моя мечта. А вот эту мою мечту просто взяли с рук, ничего не сказав. В 2016 году я переехала в Турцию. До этого я жила в Туркмении. Работала в Туркмении, жила в Туркмении. Здесь, в Турции, замужем, с ребенком. У меня 2 детей, старшие 22, учатся, младшие 6 лет. Живу спокойно, тихо, вроде бы никого не трогала. И так случилось, что меня лишили моего жилья. Я не могла попасть в дом. В декабре так получилось, я бегала по документации поменять паспорт, менять фамилию. Так получилось, когда я хотела получить паспорт свой, я подошла в иммиграционную нашу. Мне сказали, что я паспорт свой получить не смогу. Когда я спросила, почему, меня поставили в известность, что на меня открыли суд. Я даже не знала, кто, что, о чем. Даже они не знали, пока я не дошла до суда, не узнала в городском суде. Я когда была там, тогда я узнала, что на меня суд подала родная мать. В 2013 году, это было в мае вроде бы, да, она подарила мне дом. Почему подарила? Я объясню, почему она подарила. Подарила она мне дом, как-то никто никому просто так подарок не делает. Это 11 лет тому назад у брата были проблемы, они попросили в долг, и я тогда работала усиленно в торговле, у меня магазины в Ашхабаде были. Младший задолжил, и мать один день взяла братьев, и меня посадили, сказали, мы тебе долг твой отдать не можем. От папы остался старенький дом наш, который уже давно никто там не жил, потому что новый дом построенный был 4-комнатный. И она мне сказала, вот мы тебе дарим твой старый дом от папы, но ты не просишь ни у брата, ни у младшего, ни деньги, ни обратно, ни у меня. Ну, у нас одно условие, что ты больше деньги просить не будешь, которые мы у тебя брали. И второе, о чем она попросила, чтобы сестренка моя младшая вышла замуж в шикарном состоянии, все расходы на тебя. Я вот так и согласилась. Были в нотариусе с адвокатом, она на меня все это переписала, подарила. Это было в 2013 году. И вроде все жили спокойно, мирно, свадьба прошла, долги все отдала я. Все долги я закрыла.
Взяла с Ашхабада мастеров, материалы, все вот это купила. У меня все материалы с Ашхабада приехали. Только вот кирпичи, это с Чажова это все было. Я же 60 метров забор там сделала. Это просто сказать 60 метров, это так легко. Там вот это песок, там вот это кирпичи, там вот это цемент. И все вот это надо, чтобы трактор прошел, что это было все ровно. И я беременна с 5-6-месячным животом. Вы поверите, с моей стороны только за день дали в известность, что завтра будет суд. Даже не сказали, приведите свидетелей, дайте в известность, что будет завтра суд. Никому ничего не сказали. Никому. Hökmede çıkamaz. Öz hökmətime çıkamaz. Nimi ki mən uyumda oturup mən sizə azar verəm yox, yamala azar verəm yox. Mən hökmədə gittim. Hökmədin kararını aldım. Getdim. İndi bana böyle ne rahatsızlar edəsilər. Nimi ki? Mənim günahım ne? Mənim günahım olsa gidin hökmətdən sonra. Правовая неграмотность граждан приводит к плачевным результатам. Вот этой правовой неграмотностью властью пользуются. На Конституции Туркменистана, в статье 12, говорится, что собственность неприкосновенна. В статье 48 право частной собственности охраняется законом. В статье 51 каждый гражданин имеет право на жилье. В Уголовном кодексе есть перечень имуществ, не подлежащих конфискации по приговору суда. Это жилой дом, квартира или отдельная их часть, и это жилье является единственным. Поэтому провластные суды пользуются правовой неграмотностью граждан, трактуют положение законов в своих интересах.